Сейчас сижу вот в такой вот обстановочке. Обстановка по кайфу, я тебя зацелую. С яичком. Христос воскресе, даже если вы не воскресе. И я понимаю, я сижу на очень удобном стуле, у меня жопе неудобно. Как-то примерно вот так, детский стульчик. И вообще, что интересно, например, цветочек. В том, что пришла в чужую квартиру яичко скушать. Понимаю, что западаю на 40-летних мужиков, выдуманных по жизни. Ну, да, вживую я девственно и непорочна. Полностью. 34, ну а что, могу себе позволить? К сожалению, жизнь такова, что безопасный секс может быть только для мужиков. Надела и вперед. А для женщин это большие риски и последствия. Особенно если у женщины нет условий жизненных, здоровья, обстоятельств и так далее. И, короче, все началось «Не родись красивой» в 2005-2006, когда я его смотрела, мне было 12, 13, 14. Я смотрела каждую серию, как и многие, как и миллионы. Когда. И вот отчим любил в голой жопой встать, закрыть экран. Телек тогда был не плазма, а обычные такие квадраты. Я такая слезы. Он такой раз и жопой крутится, и жопой так. Травма. Но большую травму от него была, когда, помимо постоянных оскорблений в мою сторону, он меня любил приложить кулаком, ремнем, оскорблением и в целом плохим, жестким воспитанием. Но как бы у него большой член. Это я помню с детства. Потому что любил повернуться перед экраном «Не родись красивой». И в моем современном творчестве, фанфикшне, у моего Степнова, это персонаж сериала «Ранетки», который я написал 1500 страниц 2024 года с июля по сегодняшний день. И сыграла много, сотни роликов сыграла на этом канале. И Степнова, и Лену Кулемину, сериал «Ранетки». Физрук, школьница, басистка. Лера, сказать, барабанщица. И я вот их сыграла, или их актерские ипостаси. И я вот их сыграла, а вот сейчас как бы вот, когда у меня был интернет 1,5 суток, сейчас снова его отключили. Это Питер, детка. И я так посмотрела. А я ведь писала фанфикшн 1,5 года, не помня лица Абдулова. Вообще не помню. И не помню точности лица того времени, 2008-2009 года, Лены Третьяковой. То есть у меня были примерные представления. Вот, чуть стулившаяся блондинка с короткой стрижкой, зеленые глаза, симпатичная, но обычная. Ее там арка в сериале, да? А их лиц я не помнила. Их динамику, их голоса, поведение персонажей, всю атмосферу взаимодействия. То есть я на приблизительной памяти мозга, нервной системы, заложенных тогда, в то время образов, когда мне было 16, 17, 18, если мы говорим про ранетки, да? Я написала вот 25 тетрадей, блокнотов, ежедневников. Большой труд, на этом канале можно с ним ознакомиться. Аудиальный, визуальный, голосовой мой, тембральный. А вот сейчас я посмотрела 2 серии первой «Ранеток», вот спустя вот 15 лет после первого просмотра, да. И я понимаю, почему меня именно Степнов меня зацепил. Ну, помимо конфликта возрастного, да, когда ему 40 лицо, 40 лет, а Абдулову тогда был в 2008-2009 41, 42, 43, и дальше. А Лене было 18, 19, 20.
Это оставляет след этой запретности, этой вот, сексуального притяжения, желания неосознаваемого, непоказываемого, интереса друг к другу и вот это вот взаимодействие, когда ты физрук, а ты школьница, и ты, так сказать, должна играть в соревнования, побеждать, и играть еще на гитаре, на басу и выступать. Ведь группа-то он типа организатор. А ранее вот был в 2005, когда мне было 12-13, 13, да, "Не родись красивой", да, вот это вот. А там главному персонажу, вот этому вот, обаятельному мерзавцу, богачу, ну, скажем так, зимолету президенту Жданчику Андрею Павловичу, ему там тридцатник. И я спустя время, в 2023 я написала первый фанфик. Я отдирала наклейки от старого шкафа. Они 12 лет у меня были там наклейки. На канале есть видео. Помимо этого процесса медитативного обдирания этих наклеек, мне пришла идея фанфика. Я потом его записала. Такое бывает. То есть, казалось бы, я смотрела в 2005-2006, ну, далее читала фанфикшн, да. Далее там 10 лет была фанатом дистанционным Нелли Уваровой. Прекрасно, Нелли Владимировны, великолепной. Вела там ее там раздел и собирала все, что можно. И совсем недавно я достаточно бюджетно продала все свои вырезки с Нелли другому поклоннику. И я понимаю, сейчас вот смотрю, блин, я Жданов. Ну, то есть Жданов, ну, понятно, я его сыграла на канале несколько раз, такие эпизоды, такие вот эмоциональные. Не в плане физической формы, нет, мне даже близко не было, потому что Антипенко там, он там актер, альпинист, спортивный человек. Я нет, но лицо, типаж немножко схожий. Я могу играть Жданова. Я могу его играть. И у него такая насмешливая манера, стиль игры. То есть он очень редко где настоящий, именно в сериале. Он даже в финале играет «Не родись красивой», 200-ю серию и так далее. Вот, там вот очень сложно его поймать на реальности, реальной игре, которой ты будешь верить, ну, если ты как я. А у меня очень высокие критерии личные для актерской игры, для оценки. Потому что я сходу улавливаю фальшь. И меня не проканать, типа, так было нужно, это фарс, это буфонада, так надо. Нет, нифига. Надо уметь играть и фарс. И буфонаду нужно уметь играть. И переигрыш тоже нужно уметь играть, господа и дамы. И вот, когда у меня в 2015-м я Нелли Владимировне там в Москве, в Петербурге, я ждала ее после спектакля, я бы ее пропустила, если бы ее коллеги мне на нее не указали, на небольшого роста, в пуховике там каком-то желтом была. Ну, совсем не узнать, это не сцена, как бы, да. Я ей говорю, вот у меня с вами 3 папочки. Тогда еще было 3 папочки. Вот она такая. А зачем вам это надо? Вы за мной что, следите? Вот. И вот 2016-го у меня началась новая любовь, такая самая крупная любовь, музыкальная, безусловно, эмоциональная. Это петербургская группа Биллис Бенд. То есть годами ранее я видела их выступления, они в наш город приезжали на джазовый фестиваль. И я ездила в город, в Петербург, на все эти фестивали. White nights in Купчино, счетчики скручены, призраки радости, эхо любви. Или Елагин остров. Ну, в общем, да, я посетила, вот влюбилась в 2016-м, приехала на спектакль музыкальный, не понимая, когда ВК мне показывал sold out, я не перевела. 15 лет изучения английского, никуда не пропали в никуда. Я не поняла, что sold out это все продано. Я поехала туда. Билеты были, конечно же, проданы. Но появился мужчина грустный, он стоял, ждал свою даму, я к нему подошла. Ваша дама не пришла. Моя дама уже и не придет. Ну, может быть, вы продадите мне билет? Да, пожалуйста, 1500. О, один шанс на миллион.
И все, и любовь. Любовь та, которая никогда меня не покрывала. Любовь к искусству. Это был «Блюз в голове». Алла Резникова ставила спектакль. Музыка Биллис Бенд. В главной роли Билли Новик. На саксофоне, на клавишах прекрасный Михаил Житких. Андрей Резников тогда на гитаре. И все, и любовь огромная на долгие 6 лет. 70 концертов Биллис Бенд, 30 проектов еще, 30 концертов дополнительных, джазовых и не джазовых Билли Новика. Суммарно где-то 100 посетила его мероприятий с его участием за 6 лет. Процентов 50 только благодаря ему, благодаря его проходкам. Тогда была такая возможность. Потому что я писала отзывы. Лиана Осколкова, их можно почитать, если вы хотите, пойти в группу Биллис Бенд ВКонтакте, вбить в поиск Лиана Осколкова и почитать мои отзывы. Потому что меня там перло так, что я там столько всего открывала. Я открыла себе поэтический талант, безусловно. Вот. С 2016 по 2022 год это длилось. В 2022 я купила билет за 3000 рублей в шляпу и пошла туда на игры в Тома Уэйтса. Это очень крутая программа. Игры в Тома Уэйтса. Музыка Тома Уэйтса. Такой театрализованный спектакль. Это же, конечно, очень сильная вещь. Я смотрела его на разных площадках, театров, конного театра, разных площадках. Да, и, в общем, много можно говорить, но на самом-то деле в основе любовь. Любовь. Такая зрительская любовь, такая вот на уровне какого-то эмоциональности, любовь к хедлайнеру, к организатору, к Вадиму Валерьевичу, он же Билли Новик. Такая большая фигура невысокого роста для алко-джаза Петербурга. Что было интересно, у меня вот какая-то чуйка была вот несколько лет до сих пор, и я улавливаю тенденции. То есть, когда у него, я знаю, что на канале «Культура» было, я не смотрела, но я знаю, что был такой проект «Большой джаз», и он там был в жюри. И за 2 года у меня была мысль, наверняка у Билли Новика следующая ступень будет на телеке какое-нибудь место в жюри. Такая думаю, точно не голос, не тот объем, да, хотя почему бы и нет, да. Может быть, потому что и нет. И когда вот это вот стало происходить, я такая думаю, блин, как это все устроено, как же я на них настроена, даже не имея с ними никакой связи. Абсолютно. Потому что последний раз я была вот на концерте, за 3000 я заплатила в рассрочку Яндекс Плитом 1 раз в жизни. 3 месяца я платила за этот билет в эту шляпу просто на концерт, не театрализованный даже, а просто обычный игры в Тома Уэйтса. А я-то шла на театрализованный спектакль, и там-то, конечно, не позволяет площадка. И все на этом. Это был последний раз. Июль 22-го. Да. То есть с лета 2006-го, весна, осень, что-то вот там, май, кажется, это был, по июль 22-го. 70 концертов. Состав именно Резников, Новик и Житких постоянно, и приглашенные там, например, на Терменвоксе потрясающий Владимир Кетляр, на барабанщиках сменяющий там Егор Крюковских и другие разные музыканты. А вот на большом юбилейном БКЗшке, который был полгода назад, я не была. Я знаю, там был прям какой-то хор, там был Хабенский, там было Маргулис. Короче, много кто. Это было очень круто. И на самом деле, даже не зная про юбилей, я где-то за год думала, наверное, будет концерт все-таки крупный, личный в БКЗ Октябрьским. И, пожалуйста, такая связь, такая вообще какие-то там вибрации. В общем, да. Это, конечно, целый букет был чувств к Билли Новику, к Вадиму Валерьевичу. Не связанные с сексом, безусловно. Связанным с какой-то вот такими тонкими струнами души, тонкого зрительного восприятия моего, эмоциональной нагрузки всех их песен. Я хоть и была на 70 концертах в Петербурге, в Москве, Нижнем Новгороде, в Воронеже,
Рига, Вильнюс, Минск. И все только из-за них. Все только чтобы услышать питерскую группу в Вильнюсе, в Риге и в Минске 3 дня подряд. Картинная галерея, картинная галерея, филармония, паб, пивоварня. Только вот так. Я помню, я сделала визу, я чудом выехала в ту же ночь случайно, потому что я думала, мне на другой день выезжать на автобусе сначала. И вот когда я уже ехала, уже первая точка была Вильнюс. Я вот пишу в этом автобусе Вадиму Валерьевичу, у меня пот течет подо мной. Не будет ли у вас проходочек? Очень дорогие билеты. Для кого проходочки? Для меня проходочки. И туда, и туда. Да. Это вообще, блядь, это я. Сделать клизму, визу точнее, билет купить, забронировать номер, но без билетов на концерты за границу на 3 дня. Это я. И это были фантастические эмоции, очень разные, и это позволило мне сделать крутой отзыв, на мой взгляд. Я помню вот это вот признание в любви, такое очень скромное моё, неловкое. Ну, а ты чё? Там как бы он прошаренный столько лет в шоу-бизнесе, в кавычках. Привык, так сказать, покорять. Тогда ему было, по-моему, 40 с чем-то. 42, может быть. Вот про 40-летних мужиков, которые я начала. И, конечно же, никакой этой варианции какого-то вот этого нет. Потому что я чётко себя оцениваю. Большая, жирноватая, раньше была жирнее, высокая, страшноватая, хоть не лишённая привлекательности. Как бы нет, не в этом плане. Но вот это вот что-то, вот это вот, понимаете, какая-то глобальнейшая компенсация отсутствия личной жизни, отсутствие вообще какой-то жизни, да, компенсация вот этого вот глубокого творчества сверху. Ну и без шансов, как бы. Его жена моложе меня. Нет, я такого даже не думала в сторону вот этого вот какого-то сексуального. Нет, такого точно не было, но это была очень сильная зависимость. У меня прям жизнь была подстроена под концерты Биллис-бенда. И когда мне не получалось на них попадать, не было проходок, не было денег, меня не пускали с работ, мне не давали выходные, я болела, у меня прям была трясучка, мне было плохо. Я помню, я была в больнице, блядь, был концерт, как же мне было херово, как же мне было плохо, что я пропускаю. Это была сильная зависимость. И как это все закончилось, я очень хотела попасть на саундчек. Ну, реально саундчек группы. Не какой-то там открытый, не какой-то там перед фестивалем, выступлением, а закрытый саундчек. Именно в эту тусовку, в эту атмосферу вот взаимодействия троих. Резников, Билли, Михаила Жидких. Ну и там еще их потрясающий звуковик, постоянник. И я в первый день была в Москве. Ну, то есть на программе песни Егора Летова. И покойный Алексей Кривский, двоюродный брат, кажется, Пеленовика, предложил мне пройти, в гримерку. Там была жена Летова, подруга ее, Билли и сам Алексей. И я там, еще был питерский артист Артур Ваха. Он с одной стороны трогал контрабас электрический, я с другой к реликвии прикасалась.
И я там как-то вот так вот: "А можно на саундчек попасть?" Он, конечно, не хотел посторонних на саундчек. Но он там что-то из себя выдавил. И на следующий день, когда я ехала по "Блаблакару" при очень маленькой скорости, какую-то там погоду, метель, это была зима, Воронеж. Нет, не Воронеж. В Нижний Новгород. В Нижний Новгород. И он был против приписки пускать меня. Я такая: "Ну как же так? Вы обещали, как же так?" Он такой: "Если спросят, я не буду отнекиваться, но прошу больше меня не беспокойте". Такая цена. Я прошла на саундчек, меня не хотела охрана пускать в этот Юпитер. Ну, такое здание на, наверное, 1500 мест, концертный зал, 2 этажа, охрана. Не хотели пускать, но я очень хотела. У меня была очень великая идея, великое желание. Я никогда в жизни, наверное, так не хотела, даже Нелли Уорову увидеть так не хотела вживую, как саундчек Биллис Бенда. Я попала, прошла. И поняла, что там главный тогда, может, сейчас Михаил Житких. Он этим управляет. Но это было, конечно, очень приятное, сильное ощущение. Концертный зал, софиты, группа, их взаимодействие. Ты видишь расстановку сил, ты слышишь, как настраивается подстройка идет, и, конечно, да, и ты прячешься так среди всех этих рядов, чтобы тебя не было видно, потому что очень неловко, что ты прошла туда, куда тебя не звали и не ждали. Ну и все на этом. Дальше моя дорожка с Биллис Бенд разошлась, потому что не то, что билетов на концерты нет, у меня порой даже на еду и билетов нет. Билетов, денег нет. Поэтому я похудела на 10 килограмм за 2 года, потому что я голодная. Вот. И да, конечно, я ходила даже к специалисту, к магу с медицинским образованием, чтобы она с меня сняла эту привязку, этой зависимости. Она говорит: "Ну, ты ж понимаешь, эти артисты, они питаются этим зрителем, они цепляют вас на свою энергетику, они за счет вас и живут". Я такая: "Просто, пожалуйста, снимите с меня". В целом не надо было никакое снятие. Пожалуйста. До свидания, больше не беспокойте, и на этом конец. Все. А еще насчет влюбленности в выдуманного мужика, это артист Илья Шукунов. Вот именно ценз 35-40 Виола Тараканова. Маленькая песчинка в его большой фильмографии, но я с ним видела только Монте-Кристо, Виолу Тараканову, еще 2 проходных. И он, конечно, природно красавец. И у меня вот интерес чисто был это вот шортсы делать, шортсы, ну, в смысле, скриншоты. Именно вот западло на красоту. Западаешь, когда на красоту физическую. Ну и игру, неплохая игра. Он неплохо играет. Но это так, мелочь. Потом я западала на 40-летних мужиков. 40 плюс это новые русские бабки. У меня на несколько лет это было. Игорь Косилов, Сергей Чуванов. Я любила с ними обниматься после концертов. После 5-го, по-моему, или 4-го спектакля их я была очень разочарована, потому что до меня дошло, что Косилов со своим цветочком, он не импровизирует, а у него все сценарий. Когда до меня это дошло, у меня как-то все пошло на убыль. Я такая к нему говорю после концерта: "Блин, я только сейчас поняла, что вы играете". Он такой: "Ты чё?" "Ну, я думала, это все импровизация, а это сценарий". Он такой: "На, держи грушу". Грушу сохранила, она сгнила у меня, потому что это была реликвия.
И вот сейчас у меня, я 1,5 года, с 2024 года я пишу фанфикшн по ранеткам. Ну, как я их помню, чуть-чуть такие маленькие представления, я смотрела отрывками. Именно вот этот вот арка, физрук, Степнов и Лена, басистка. Вся эта невозможная, ну, может быть, не любовь, но чувство. Я не разбрасываюсь словом любовь, честно говоря. Ни в искусстве, ни в жизни. Мне вообще это не очень знакомо. Все-таки страсть, зрительское вот это вот воображение эмоциональное, ну, я не отношу к любви, это зависимость скорее. Какое-то вот то, что тебя сильно цепляет крюками и тебя саму перерабатывает. И ты себя как-то проявляешь как зритель, как писатель. И вот сейчас, да, я вот смотрю на этого Абдулова, 40-летнего, 42 года, 2008-2009 года, я понимаю. Вот понятно, что говна-то намешано до хренища просто. Ну какой же интересный артист. А еще учитывая, что у меня давно нет театра, я давно без театра, без очков, без билетов, без проходок, без концертов, без всего, то мне только остается как фанфикшн. И там раз в 3 месяца мои знакомые, которые играют рок-хиты на виолончелях и альтах. И, конечно, да, я в этом голоде когда я вижу, блин, интересно. Хороший актер не значит хороший человек, это я знаю. Блин, прикольно. Типаж, какой типаж, ёпрст. Блин. Ну вот вживую у меня что-то не складывается. Не то чтобы я ищу какого-то общения, я не ищу ни с кем общения. Но когда оно редко где-то случается, какие-то знакомства, редкие знакомства, случайно, может, даже на улице, там, раз в год где-нибудь с кем-то ночью идешь, привет, привет, поешь классно, поешь, а пошли гулять на 3 часа, 4, просто общаться. Да пошли, пожалуйста, чё. И он такой, вот, бабы, 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 мне с тобой классно общаться, какая ты классная девчонка. Нет, конечно, тебя я трогать не хочу, ну, не мой типаж, да, и жирновато, но, блин, ну как ты слушаешь, человек интересный. Я такая, класс, я тоже ничего не хочу, в принципе, нахрена мне это надо. Или там другой также познакомились по улице, шла там, это там опять, и мы там на 5 часов пошли общаться, гулять просто там на кладбище. Так вот, ты офигенно слушаешь, офигенно, потрясающе. Никто так не слушает, никто меня так не понимает, как ты, посторонняя женщина. И потом я выясняю где-то, что он знает чувака, который с педофильскими наклонностями, проявленные ко мне, и у него к ним такого. Этого быть не может. Это друг всей жизни моего бабушки и дедушки. Этого невозможно. Я говорю, ну ты парень, чё? Конечно, невозможно. А эта девочка, ты улавливаешь? Да нет, это невозможно, может, тебе показалось. Может, что-то не так поняла. Я вижу, какая-то такая нервная, лобильная психика. Я говорю, да, конечно, показалось. Нет, не показалось, нифига. И вот в таком-то разговоре он такой, блин, я вот тебя вообще не хочу, ты все-таки жирная, непривлекательная. Но жопа, я смотрю на жопу, у тебя, конечно, ничего. Я говорю, закончим на этом, пожалуйста, на моей жопе. Опускаемся, возвращаемся к предложению, что мы с тобой плывем в лодке, депрессия. Давай к нему возвращаемся. Не портим наш вайб разговора, атмосферу. Так что вживую как-то я за жизнь сходила где-то, наверное, на 200 мероприятий. Вот Стобилис Бенд и Егор Летов, который Новик исполняет, его джазовые концерты. Мне не нравится, как он поет, но с крутыми музыкантами это звучит
хорошо. Вот у него спектакль «Робинзон», личные встречи со зрителями, вот это я вот всё ходила. Ну, вот есть 2 вехи потрясающие у Новика. Это Биллис Бенд и песни Егора Летова. На Биллис Бенд я была 70 раз, на песнях Егора Летова 13. Вам советую. Да, и, конечно, это прикольно. Но на этих концертах я так ни с кем не познакомилась. Ну, то есть какие-то были там вежливые улыбочки, но так, чтобы куда-то, что-то. Нет такого у меня внутреннего желания. Да и к других я его не вызываю. Абсолютно. Я такая интересная, но подальше, пожалуйста. Мы будем, пожалуйста, от ваших интересностей и вашей харизмы. Мы будем подальше. Вот. Поэтому, во-первых, влюбляться, слово даже влюбляться неправильное. Ну, сильнее, чем к Билли Новику не было ничего по жизни вот этого. Это не то, что какая-то точечная эмоция, точечное чувство. Нет, это какое-то всеобъемлющее, потому что музыка Биллис-бенда, она круто сделана, она крутая. Она с голосом классно настроена, звучит круто. Митя Максимачев там, звукорежиссер, он потрясающе делает его. То есть это именно музыкальный материал, эмоциональный, профессиональный, классный. И все это вместе накладывается на фигуру хедлайнера, который всем этим управляет, голова хед, ну, в плане финансов и в плане развития. А за то, как это все звучит, отвечает Михаил Житких, как работает на сцене голова, да. По музыке это Михаил Житких, глобально так. Плюс у них уже около 3 лет новый гитарист, я с ним не была, я не знаю, молодой парень. И Максимачев за звук отвечает. Это крутейший звуковик, профессионал. То есть это такая большая командная работа, сильная. И именно эта сильная командная работа сильно влияла на меня, мое восприятие как зрителя, слушателя. Ну и сама личность головы интересная. Необычная, противоречивая, сложная. Все-таки вот на эту сложность и на эту исключительность жизненного пути, вот это, наверное, вот еще вот на это все я и запала каким-то своим внутренним критериям. Так что да, вот это вот далекие музыкальные артистические мужики интересные. Там в сериале 15-летней давности, 20-летней давности или в недавнем прошлом концертном, да. Нет у меня такого запроса на отношения. Даже не то, что я сексуально непривлекательна. Сложно говорить. Во мне есть сексуальность, безусловно. Но я такой тяжелый человек. Слишком нелояльный. Я вижу сразу все недостатки, все проколы, червоточину. Видящая воля. Может быть, это не самооценки. Жопа-то отсидела конкретно на этом стульчике деревянном. Может быть, кстати. Может, я не верю, что я могу нравиться нравящимся мне хотя бы визуально людям. Ну, потому что я не соответствую. Не слежу за собой. Не выдираю волосы. Кожу не лечу глобально и вес не скидываю крупно. И зубы, и волосы. Дело не только в моей внешности.
Дело, что я никому не доверяю. А без доверия ничего не получится.